О самых заметных событиях понедельника, 20 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Пробки на дорогах должны сократиться. В Якутске открыли для движения перекресток улиц Ленина и Кулаковского по временной схеме. Как идет реконструкция главной улицы столицы. Душа большой страны в Якутии. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открылась выставка «Шедевры лоскутного шитья России». Премьера и главный театр юного зрителя Якутии отметил Международный день детского театра. Представили спектакль по мотивам сказки Аркадия Гайдара. На реке Иенгри было по-настоящему жарко. На льду разгорелись нешуточные страсти. Первый международный чемпионат по традиционному оленеводству завершился спортивными соревнованиями, посвященными Дню оленевода. Якутский стиль, наследие и творчество. 2 дня в Российском этнографическом музее работала якутская экспозиция. Какие экспонаты привлекли особое внимание? В Якутию прибыла рабочая группа Центрального аппарата МЧС России. Проверяют готовность органов управления, сил и средств территориальных подсистем РСЧС к действиям в период паводка и лесных пожаров. Члены группы провели рабочие встречи в правительстве республики, Якутском управлении гидрометеослужбы, Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства. Представители Центрального аппарата МЧС также отправятся в горные и Хангаласские районы, где тоже проверят готовность сил и средств. А с 15 по 20 апреля планируют закрыть ледовые автозимники в Якутии. Также в этот период будет запрещен проезд по региональным ледовым переправам. На данный момент на ледовых дорогах через реку Лену, таких как Умнас, Хатасы и Кангаласы-Сотинцы, установлена грузоподъемность до 40 тонн. С 3 апреля планируют снизить грузоподъемность на ледовом автозимнике Якутск-Нижний Бестях, а с 15 по 20 апреля закрыть все автозимники. 400 студентов примет Ленское объединенное речное пароходство для прохождения практики. Генеральный директор компании Сергей Ларионов доложил главе Якутии Айсену Николаеву о ходе подготовки к предстоящей навигации, а также о подготовке кадров и производственной практики для студентов. В навигацию прошлого года предприятие перевезло свыше 1,5 миллиона тонн грузов. В этом году также предстоит выполнить большой объем работы, отметил Айсен Николаев. Сергей Ларионов сообщил, что ЛОРП продолжает сотрудничать со средними профессиональными учебными заведениями, которые готовят работников для отрасли. В предстоящую навигацию на штатные единицы будут набраны 400 курсантов. Для студентов это хорошая практика, а мы заинтересованы в профессиональных сотрудниках, подчеркнул Ларионов. Компания «Железные дороги Якутии» развивает сотрудничество с Улан-Баторской железной дорогой в Монголии. Подписан документ о совместной работе. Стороны будут обмениваться опытом в организации грузовых и пассажирских перевозок, в отработке новых технологий, погрузо-разгрузочных работ, организации движения. Предполагается и взаимодействие при реализации инициатив в вопросах профессиональной деятельности, в гуманитарно-культурной и просветительской сферах, сплочению железнодорожников, государств-соседей в развитии единого железнодорожного пространства, говорится в сообщении. Пробки на дорогах должны сократиться. В Якутске открыли для движения перекресток улиц Ленина и Кулаковского по временной схеме. Как ведут реконструкции на главной улице города и к какому сроку ждать их завершения, узнавала Надежда Саханская. Работы на проспекте Ленина ведутся с опережающими темпами. Напомним, перекресток улиц Ленина и Кулаковского был закрыт 10 марта. На данном участке дороги идут работы в рамках второго этапа капитального ремонта проспекта Ленина. Маршрутные автобусы номер 1, 2, 4, 7, 14, 17 и 35 начали движение согласно разработанным схемам объездов. Полностью проспект Ленина в Якутске откроют для движения общественного транспорта по результатам дорожного мониторинга по соблюдению правил дорожного движения, монтажа ограждений и регулировки режимов светофорных объектов. Здесь мы ведем работы по устройству котлована. Сразу же за этими работами ведутся работы по отсыпке дорожной одежды конструкции. До конца марта мы должны завершить этот участок, до Красноярова, соответственно,
Дорожное основание будет представлять из себя устройство щебня в последнем слое с заклинкой. Вот, после чего будем приступать к устройству бортовых камней, по устройству благоустройству, установке опор наружного освещения, вот, и асфальтированию. Тем временем стали известны детали предстоящих ремонтных работ по улицам Бабушкина и Можайского. Для реконструкции последней уже завезены материалы, которые будут использованы для расширения дороги. Проект предполагает строительство дополнительных полос на перекрестке улиц Можайского и Пилотов. Основной объем асфальтирования здесь запланирован на 2024 год. Общая площадь благоустройства составит более 47 тысяч квадратных метров. На Можайской ведутся работы по устройству водопроводных труб, устройству объездных путей. На Бабушкиной буквально на той неделе завершили укладку водопроводной трубы. Ведется разработка грунта на участке. Как отмечает глава города Евгений Григорьев, в этом году объем строительства, ремонта, капитального ремонта и реконструкции улиц также будет большим. Необходимо строго следить за качеством. С открытием временных схем объезда движение на улицах Якутска становится гораздо легче. Но главная дорога, проспект Ленина, все еще на реконструкции. Как уверяют подрядчики, все работы будут сделаны на совесть и в максимально сжатые сроки. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Весна, пора уборки снега. В столице республики продолжается усиленная работа по вывозу снега с улиц и дворовых территорий в рамках трехмесячника санитарной очистки. О том, как проходит уборка в Губинском округе, расскажет Светлана Амосова. Всеволод Захаров третий год работает дворником в многоквартирном доме по улице Дзержинского, 22. Он признается, что работа тяжелая. И более того, в этом году весной выпало много снега. Дворникам работы хватает, конечно. В прошлом году вообще меньше было снега-то. И так не убирали мы. Быстро убирать. Для уборки снега недостаточно только рук дворника. На помощь приезжает большая техника. Сначала погрузчик складирует снег в одном месте, затем загружает в самосвал. Сейчас по всему Якутску проходят трехмесячных санитарные очистки. Все организации, управляющие компании и округа усиленно вывозят снег. На сегодня в Губинском округе задействовано 4 погрузчика и 8 самосвалов. Уборка территории производится в течение суток или даже больше, в зависимости от территории двора. Стоит отметить, что двор должен быть освобожден от машин для надлежащей уборки территории. Действительно, для беспрепятственной работы техники жильцы должны создавать все условия. Ведь из-за мешающих автотранспортных средств у сотрудников нет возможности убрать снег в полной мере. Своевременная уборка и вывоз снега решает не только эстетическую проблему, но и позволяет безопасно перемещаться пешеходам. На текущий момент силами управляющих компаний с придомовых территорий убрано и вывезено около 7 тысяч кубических метров снега. Мы уже почти выполнили плановые показатели. 93% сбора, это если фактически 16 тысяч кубометров снега. Всего по уборке снега в городском округе вывезено свыше 13 тысяч кубических метров. Привлечено 67 единиц техники. По графику завершения работ планируется до конца месяца. Светлана Амосова, Леся Ремятников, Якутск. В России начался единый госэкзамен. Досрочный период продлится до 19 апреля. В эти дни сдать ЕГЭ планируют около 18 тысяч человек. Большинство участников, свыше 15 тысяч, выпускники прошлых лет. Открывают досрочные ЕГЭ экзамены по географии и литературе. Половина участников досрочного периода планирует сдавать ЕГЭ по русскому языку. Почти 6 тысяч по профильной математике, 5,5 тысяч по обществознанию. Далее по убывающей биологии, английский, история, информатика, химия, литература и физика. Новый сезон 8-го республиканского конкурса «Моя профессия IT» завершился в Ленске на базе 3-й городской школы. За звание лучших боролись несколько команд. Победитель представит район на региональном этапе. Как проходил конкурс, узнала Светлана Балеева. По итогам конкурса «Моя профессия IT» на суд жюри было представлено всего 2 проекта. По теме «Волонтерское дело» сайт «Мы вместе» и профориентация учащихся веб-сайт «Помогатор». Команда несколько дней корпели над созданием своего проекта и в назначенный день уверенно представили новые сайты.
В чем заключается проблема, на решение которой направлен наш проект? Мир меняется на наших глазах. В связи с социально-военной ситуацией в стране множество людей столкнулись с такими проблемами, как мобилизация, неопределенность как раз-таки из этой ситуации, отсутствие у молодежи чувства гражданской ответственности, которое также показало себя, когда наступили такие времена. Главной проблемой является отсутствие единого социального ресурса для оказания помощи семьям мобилизованных и координации волонтерской деятельности. Жюри было сложно выбрать победителей. Юные разработчики создали сайты не хуже, чем опытные программисты. Предусмотрели многие важные моменты. Логотип, шрифт, создали необходимые именно их проекту вкладки. Мы разрабатываем веб-сайт, он называется «Помогатор». Он поможет абитуриентам, выпускникам, родителям, а также учителям или репетиторам найти что-то свое. Абитуриенты могут узнать абсолютно всю информацию про поступление, про вузы. Особенность нашего сайта в том, что все вузы, которые здесь представлены, перечень вузов, это все вузы республики, все их преимущества. Конкурс «Моя профессия IT» в Ленинском районе проводится второй раз. В этом году в нем приняло участие всего 2 команды. Это ученики 3-й городской школы. Учащиеся других учебных заведений желания не изъявили. Учитель информатики Галина Журба рассказала, что конкурс дает детям возможность еще раз определиться с выбором своей специальности. Пока из 6 участников только 2 планируют связать свою жизнь с профессией IT. Я считаю, что ребята большие молодцы. Они попробовали свои силы, узнали что-то много нового. В целом, среди 6 ребят только 2 планируют продолжать свою деятельность в IT-профессиях. Но я думаю, что после этого конкурса многие из них задумались. Победителями стала команда ребят с проектом веб-сайт «Помогатор». Лучшим менеджером выбрана Анастасия Васюткина. Все участники получили грамоты, а победителей на этой неделе будут представлять Ленинский район на республиканском этапе конкурса «Моя профессия IT». Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Якутский стиль, наследие и творчество. 2 дня в Российском этнографическом музее работала якутская экспозиция. Выставка познакомила с произведениями декоративного искусства народа Саха, традиционной одеждой, серебряными украшениями, кумысной посудой. Выставка объединила памятники археологии и этнографии, работы современных мастеров и научной реконструкции артефактов. Один из ценнейших экспонатов – комплект женской одежды XIX века, изготовленный народной мастерицей Анной Зверевой. В ноябре прошлого года он был преподнесен в дар Российскому этнографическому музею в честь его 120-летия. Внимание посетителей привлекла реконструкция мужского зимнего костюма XVII века, выполненная современными мастерами по материалам саха-французской археолого-этнографической экспедиции в Верхоянском Улусе. Мы сегодня пришли на выставку о якутской культуре. Мы узнали о ней благодаря объявлению. И мы решили сегодня прийти, потому что мы живем в Якутии, и нам очень интересно наблюдать за якутской культурой и интересоваться ей. Идея создания этой выставки принадлежит Якутскому государственному объединенному музею народов Севера имени Емельяна Ярославского. И проект реализован при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутии и представительства Республики Саха в Санкт-Петербурге. Душа большой страны в Якутии. В Центре культуры и современного искусства имени Гагарина открылась выставка «Шедевры лоскутного шитья России» в рамках фестиваля «Душа России» в Якутии. Фестиваль стартовал в Намском Улусе, а продолжился в столице региона. Тему продолжит Валерия Наумова. В этом году фестиваль развернул свои выставочные площадки во Дворце культуры имени Максима Кирвича Амосова в Намском Улусе и в Центре культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина в Якутске. Там представили работы практически со всего мира, а также прошла демонстрация коллекций национальной одежды. Великолепная работа Марии Николаевны с мамой. Вот такой шубы нет, это единственная шуба. Вы сейчас стали свидетелями такого уникального экземпляра. Всего в мероприятии принимает участие 33 лучших мастера со всей страны. Среди них люди разного возраста, профессий и национальностей. Все они представили уникальные изделия ручной работы. География участников обширна. В Якутию прилетели представители более 20 городов России.
Сегодняшний день очень важна креативность людей, их творческие способности. Вот лоскутное шитье – это яркий пример развития творческих способностей, потому что из разных по форме, по цвету, по фактуре лоскутков создается единое гармоничное полотно. Также и в жизни мы постоянно принимаем решения в сложных ситуациях. В целом проект является сферой креативных индустрий и нацелен на развитие регионов через событийный туризм в России на основе народного творчества. Лучшие работы фестиваля в течение года будут путешествовать по странам и континентам, собирая новых участников и новых гостей. Прибыли работы не только российских мастеров лучших, да, но и работы из Японии, Кореи, из Франции, очень многих стран, да, Бельгии. Поэтому мы всех жителей, якутян и гостей приглашаем на выставку. Потому что такие выставки – это впервые. Это очень большой праздник души человеческой, да, и человеческой дружбы. Организаторы фестиваля также подготовили для участников всероссийско-научно-практический семинар «Текстильная мозаика якутов в системе культуры народов мира» и знакомство с киноиндустрией Якутии и режиссером фильма «Тыгындархан» Никитой Ржаковым. Фестиваль продлится до 24 марта. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Гала-концерт первого международного и 4-го всероссийского фестиваля конкурса «Созвездие Арктики» в Театре оперы и балета собрал мировых звезд инструментального и вокального искусства. Напомним, фестиваль открылся в Якутске в выходные. Он посвящен 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Более 300 конкурсантов из России, Киргизии, Белоруссии и Сербии соревновались по таким направлениям, как народно-инструментальное исполнительство, вокал, композиция и инструментовка. В смотре приняли участие музыканты-любители и профессионалы, студенты и преподаватели, учащиеся музыкальных школ и студий. Для того, чтобы нести зрителю большое искусство, мы должны готовить подрастающее поколение, кадры. Вот на это нацелен наш конкурс-фестиваль, для того, чтобы можно было выявить ярких молодых звезд, зажечь их, подготовить, чтобы они могли сиять уже далее на музыкальном небосклоне нашей республики и страны. Премьера и главный театр юного зрителя Якутии отметил Международный день детского театра. Для гостей и жителей столицы представили спектакль по мотивам сказки Аркадия Гайдара «Сказка о военной тайне, о мальчише-кибальчише и его твердом слове». Подробнее в материале Галины Чекуровой. В Театре юного зрителя Якутии все подготовлено специально для детей. Так, к примеру, даже сиденья для совсем маленьких ребят вот так вот поднимаются. И сегодня премьеру могут увидеть все от мала до велика и независимо от их роста. Спектакль повествует о мальчише-кибальчише и мальчишах-малышах, которые вместе с Красной Армией защищали свою родину. Спектакль расскажет современным детям о чести, отваге, дружбе, а также патриотизме прошлого века. Наше поколение очень хорошо знает это произведение. Мы читали сказку о мальчише-кибальчише и хотели быть очень похожими на этих мальчишей и малышей, быть храбрыми, как они, и защищать свою родину. На данный момент на первый план вышло патриотическое воспитание подрастающего поколения. Вот поэтому мы поставили это произведение, чтобы подрастающее поколение так же, как и мы, стали храбрыми, и если потребуется, они встали на защиту своей родины. Кибальчиш, выручай! Нас застукали! Чего стоите-то? Не обошлось на премьере и без дебюта. Впервые за свою карьеру Евгений Шамаев сыграл главную роль. По его словам, хоть в детстве актер не читал книгу, но, посмотрев мультик, Евгений поразился преданности мальчиша-кибальчиша своей родине, друзьям и семье. Получив роль, артист был рад тому, что выбор режиссера пал именно на него. Ведь роли подбираются по схожести характеров героя и актера. Мальчиш-кибальчиш, он по себе очень такой сильным духом патриотизма мальчик.
С малых лет, получается, его родители воспитали таким, сам такой вырос. И также передать его роль очень, в данное время очень актуально. Так что все было очень хорошо, все прошло замечательно. В течение 3 недель артисты репетировали спектакль. В свой профессиональный праздник артисты театра вдвойне волновались перед встречей со своими юными зрителями. Дети, например, они реагируют очень реально, а не как взрослые. Если плохо сыграл, то плохо. Если хорошо сыграл, то хорошо. Из-за этого волнуемся тоже. Роль мальчиша, биг мальчиша, друг мальчиша кибальчиша. Молодой, задорный мальчик. На войну отправляется, чтобы помочь своим друзьям и своему другу мальчишу кибальчишу. Настрой боевой. Волнуемся, готовимся. Гости и жители столицы могут окунуться в сказку 20 и 25 марта в Театре юного зрителя Якутии. Галина Чекурова, Семен Семенов, Якутск. Названы сроки весенней охоты на уток. Так, с 6 мая стартует весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. А с завтрашнего дня начнут выдавать разрешения на добычу, сообщает Минэкологии Республики. Разрешение можно получить во всех территориальных подразделениях Министерства экологии. Заявления принимают и через региональный портал государственных и муниципальных услуг «Мои документы». А в минувшие выходные на реке Енгри было по-настоящему жарко. Погода радовала весенним солнцем, но на льду разгорелись нешуточные страсти. Первый международный чемпионат по традиционному оленеводству завершился спортивными соревнованиями, посвященными Дню оленевода. Иван Лазаренко следил за происходящим. Оленеводы 13 регионов России и зарубежные участники выясняли отношения в профессиональном мастерстве, в арктических компетенциях, таких как эксплуатация и техническое обслуживание снегохода «Буран», оленевод и хозяйка чума. Счет шел на секунды. Самое легкое – разжечь костер, по-моему. Самое сложное – это следовать всем правилам. В какой последовательности, чтобы ничего не забыть, чтобы ничего не упустить. Но в целом задания легкие. Просто когда время тебя поджимаешь, когда знаешь, что ты должна быстрее, должна качественнее делать, то это все равно очень мешает работе. Ну и, безусловно, одним из самых ярких спортивных событий стал забег на оленьих упряжках среди всех желающих. Главный приз – снегоход «Буран». Спортсмены стартовали тройками, и до самых последних минут гонки сохранялась интрига, кто же окажется самым быстрым. Определенной сложностью для приезжих спортсменов стало участие в гонке на местных оленях. Это местные олени, я их не готовил. Там по жребию они мне выпали. Обычно же привыкаешь, знаешь повадки оленя, а здесь неизвестно уже. Но, несмотря ни на что, эмоции переполняли и болельщиков, и, конечно, самих участников. Первый заход, потому что ничего не понятно, мы ничего не знаем, и даже тактику оленя. Были бы наши олени, конечно. Все хорошо, отлично, вообще понравится. Как прошла трасса? Хорошо, без косяков. По итогам гонки победителем стал Игорь Колесов, команда Якутии номер 2. Заслуженный приз – снегоход «Буран». Такие же снегоходы стали призами в самых ожидаемых гонках на оленях вне зачета для всех желающих. Причем на старт вышли как мужчины, так и женщины. Здесь победу одержал бригадир оленеводческого стада номер 3, золотинка села Иенгра Юрий Семенов. Среди женщин на гонке заявилось 22 участницы. И первое место завоевала Надежда Семенова из села Иенгра. Все нормально, первый приехал. В прошлом году тоже выиграл на своем день оленевод. Завтра тоже, наверное, посмотрим, кто выиграет. Ой, отличная гонка. Что было сложного, что далось легко? Соперники сложные. Особенно бабулька. 60 лет бабушка четвертая приехала. Молодец. Конечно, сложнее, чем мужчинам. Но мы проезжаем. Глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк отметил, что для нерюнгринцев большая честь принимать такой международный форум. Напомним, международный чемпионат по традиционному оленеводству прошел в рамках председательства России в Арктическом совете 2021-2023 годов. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.